второй день погрузки. Значит, сегодня я решил, вот скрыл, короче, коробочку. Короче, на то, что я развел Жеку вот на этой колпаки. Но у меня есть одна проблемка. Сейчас я их не смогу поставить по той причине, что у меня короткие шпильки на передних колесах. Короткие. И не будет хватать резьбы, чтобы поставить эти девайсы. Очень жаль. Так будет здорово. Погрузка продолжается. Волжер. Вот это какой-то здоровый волжер. Это тоже Волга. Пресс-подборщик. Так, ребятки, два Волжера. Что-то у нас расстояние вплотную. Нормальное, места хватает. Здесь все будет закладываться резиной, и ничего болтаться не будет. Всем привет! Всем удачи! Родным и близким. Братцы, не знаю, сколько я загрузился. Но я вам скажу, я еду на ползуне, на горняке. И горняк еле справляется. Выехал я из базы и отправляюсь на Якутск. Долгожданная Якутия. Очень сильно туда я хотел. Наконец-то есть рейс. Возможно, успею еще один бахнуть до закрытия переправы. Все зависит от меня, если я быстренько поеду. Вот это я сейчас совсем ерунду сказал, да? Конечно же, не все от меня зависит. Практически мало что от меня зависит. От меня зависит часть этой работы. От машины зависит очень многое. И от погодных условий, ребят. Друзья, остановился вот здесь, вот эстакада. Короче, проверил все колеса, ступицы, сальники. Ничего, все нормально пока. Все пока хорошо. Но буду периодически смотреть. По-моему, у мостостроителей сейчас проблема. Как вы считаете? Небольшая пока что. Итак, ребят, совпало, что воскресенье. И Форт Цемент, и никого. Обычно в рабочие дни тут люди стоят. Я остановлюсь. У меня вон мусор, ребят, видите, мусор. А вон там есть контейнеры. И выкину их. Все, друзья, Хабаровск добрался. Время около 3 часов утра.
Медведя, кафе Раздольное, все отдыхают. Только не спит кто? Барсук, наверное. И Вова Драк. Короче, вот такой ремкомплект я сегодня купил. Вот такой, друзья. Это ремкомплект на клапан. Собственно говоря, что в нее уходит? Вот такая штука, но она выглядит по-другому. Вот здесь у нее утончение, как будто тут втулочка тоненькая. Поршенечек и пружинка. Это было, входило в ремкомплект. И раз, два, три кольца. Третье вон там внутри. Колечко резиновое. Все. Вот этот ремкомплект стоит 1400 рублей. Это я все сейчас поставил туда. А, еще прокладочка была, я вам не сказал. Прокладочка под верхнюю крышечку. Вон там есть крышечка. И под нее была специально вырезанная прокладка. Значит, я на это поставил со своего комплекта резинки. Все вроде поначалу работало, потом перестало. Короче, еду, у меня, слышу, что-то шипит. Смотрю, давление капец воздуха. Ну и, короче, я давай чик-чик-чик подтормаживать. Подтормозил, давление скинул. В общем, добрался таким образом до Медведя. Давление постоянно было критическое. Шипело, наверное, с разгрузочного. Я думаю, что проблема в нем, потому что он то ли закусывает, то ли пропускает, и из-за него нету конкретных пшиков на влагоотделитель, на осушитель. Ну что, сейчас буду заводить, проверять. Не знаю, надеюсь, все будет работать нормально, что сейчас накачается, когда и он пшикнет. Я вам потом покажу. Все, он пшикнул. Пшикнул, и все стоит. Все отлично, ребят. Сейчас я сброшу давление, еще раз посмотрим, как он пшикнет. Покажу вам специально. Так, посмотрим, во сколько он начнет качать. Еще не качает. Так, на сотке. На сотке еще не качает. Сейчас где-то он должен начать. Нет еще. Опять нет. Да, вроде бы начал качать. Пошло 90. Где-то с 90. Пойдемте вместе послушаем, как он пшикает. Вот так, ребят. Ничего себе. Там воды, я вам скажу. Вот это да. Но все работает. Потому что у меня не было вот этих пшиков конкретных. То есть он так пшик, что-то тоже и молчит. Или вообще не пшикает, а просто перепуская сквозь себя. Чувствую систему, водой аж там подзакидала. Ой, блин, капец. Ладно, вроде все удачно. Я переживаю, что там на Якутии начнется, блин, замерзание. Интересно, из-за чего такая система, да? Ну, поменял резиночки, подобрал, вроде все подходит, а нет. Там нужны точные размеры, да? Ребят, Теплоозерск. Вот спустился с горки, снега не было. Все. Здесь лежит снег. Именно с Теплого озера начался. 8 часов утра. Возможно, еще время не поменялось. Возможно, 7. Подъезжаем к Кархаре. Еще к домику дороги не подъехали. То снег лежит на дороге, то дождь. Температура 2 градуса в среднем. Тепла. Проехали кафе «Родник», подъезжаем к Кархаре. Время поменялось. Было 8 часов, сейчас стало 7. Еще не доехали до Белогорска, до поворота. Солнышко, на горизонте пасмурно. Ну что, спасибо, солнышко, что хоть ненадолго, но подарило нам свои лучики. Друзья, доброго дня всем.
Я проснулся недавно. Ехал ночью, ехал. Потом что-то еду, кемарит, думаю, да подай-ка посплю. И время сейчас у нас 16:02 местного. По Хабаровскому уже 17:02, 5 часов вечера. Вот. Поворот на Белогорск. Вот мне нравится вот это место тем, что я там ни разу не был, именно не подходил вон туда. Все время ходом, проездом. Барак Обамы. Кафе называется Барак Обама. Подойду поближе, сфотаюсь, в Инстаграм выложу. В Инстаграме первый появится, потом уже видео будет. Короче, я на улице сейчас был. И очень странно начало у меня это устройство опять работать. Опять что-то мозги компенсирует. Может, правда, этот уже осушитель надо поменять уже. Короче, пшик, вот так делает. Поменяю сейчас фильтр заодно, потому что давно надо было поменять. Посмотрю, что будет. Ребят, накладываю голос поверх записи, потому что шипит воздух. Вот отсюда, из этого места. Значит, вот в этом месте должен быть обратный клапан, который я уже менял. Из другого этого вставлял влагоотделителя, но он не держит, и поэтому пропускает воздух. Вот в этом месте он стоит. Там должна быть, может, резиночка или еще что-то. Но там была одна пластмасска, которую я поменял. Воздух не держит. Думаю, что может быть вся эта канитель из-за него. И поэтому придется менять всю вот эту ерунду. Сейчас поменяю пока что. Потому что это у меня старый. Совсем уже. Короче, с Украины Володя подписчик, а это его друг Слава. Все, вот он специально попросил его меня встретить где-нибудь. Вот я встретился со Славой, познакомились. Вова с Украины, привет тебе отдельно, личный от меня. Видишь, как говорится, мир тесен, да? Ладно, счастливенько, удачи на дорогах. Погодка-то под вечер, да? Местное время 5:30. Огонь. Поворот на свободный, ребят. Мне туда не надо. Вот, но я поверну. Там стоит Илья, мой подписчик, можно сказать, мой корефан, хотя мы с ним ни разу еще даже не виделись. Заочный корефан. Короче, вот пятачок перед свободным, ребят. Тут машинки паркуются. И вот он, Илюха, с которым мы сейчас будем общаться. Вот оно. О, красавчик. Здорово, Илюх. Иди заходи сразу с той стороны. Красавчик, американец из Запада. С Илюхой посидели, пообщались. Кино тоже не любит сниматься, парень. Ну, ничего страшного. Вот. Будешь смотреть, Илюха, привет тебе. А я поехал дальше. Сейчас обратно на трассу. Друзья, подъезжаем к 3 семерочкам. Местное время уже 12 час ночи. Думаю, что покушать еще успею. Ну что, на пути к Якутии. Двигаемся. Еще один день остался позади. Думаю, что здесь переночую. Давненько тут не было уже. Интересно, там на площадке найдется место. Попробую-ка я туда съездить. Может, найду. Обычно всегда было.
Машин полно. Да, ребятки, честно скажу, машин намного прибавилось. Раньше центр вот здесь был редко когда заполненный. А сейчас, смотрите, здесь машины стоят. Промежуточки есть, может куда-то будет воткнуться. Но что-то с дорогой тут случилось. О, вон куда я стану, ребята. Отлично. Ребят, всем доброго утречка. Сейчас буду заводиться, выезжать. 3 семерочки, кафешечка. Пойду гляну сзади, как там, смогу ли я развернуться. Это мало ли, может я тут завис, можно и заводиться. Сейчас проверим. Значит, мне надо вытягиваться вон туда назад, вдоль грузовиков. Вон легковушки стоят. И вон туда к грузовичку. Оптимально, все. Назад максимально сдал. Ну как максимально, там еще место есть. Я вышел разочек, посмотрел. Все, мне хватает на выезд. Стоянка еще спит. Все спят. Не знаю, может я уже поехал, но в общем никто даже не заведен еще. 0 градусов на улице. Мы потихонечку выдвигаемся. Слушайте, европейских машин тут сколько, а? Вот скажу честно, лет вот даже 5 назад американцев тут было гораздо больше. А сейчас, смотрите, одна Европа почти везде. Европа, Европа, Европа. Покажите мне сейчас Америку. Вот сейчас вот можно так сказать. Я, получается, тут динозавр почти что, а? Американцы стояли, получается, впереди, вон там, где я стоял. А здесь вся Европа. Вот Volvo. ВНЛ-очка. Одна в этом ряду. Вот так вот, ребята. Обманул вас. Классик стоит. В общем, если жить, ребят, по хабаровскому времени, то здесь можно успеть везде, потому что час в запасе. А вот если перестроишься, то в Хабаровск идешь обратно. Приморье, Хабаровск, все, ты на час позже. Поэтому вот я сегодня проснулся без часов, без будильника в 5 утра. Будильник поставил на 6. Хоть поставил на 6 даже по местному времени. Вот, но проснулся в 5. Потому что по Хабаровске это уже 6. Ну и все нормально, видите. Все еще отдыхают, а я уже в теме. Уже в деле. Смотрите, друзья, пейзажик за семерочками уже изменился. Тут уже ближе к зиме. Так что скоро Якутия. Якутия меня ждет. Ребят, поворот на Гонжа. Обычно в этом районе, не знаю, идет какая-то граница климата. Но в большинстве случаев все говорят снег или там лед со стороны Сковородино до Гонжи. А дальше все нормально. Очень часто так бывает. Попался один грузовик только навстречу. Сейчас 6 утра. Вот сколько я с этого еду. Уже около часа. С 3 семерок. Я ранняя пташка сегодня. За бортом, ребята, минус 11. На 3 семерках было 0 градусов ночью. Смотрите, ребята, луна. Вчера ночью, когда я ехал сюда, она была точно сзади. С той стороны. И еще немного ближе к Неверу, друзья. Минус 15 было. Недавно смотрел температуру. Сейчас посмотрим. Либо на Невере заправлюсь, либо на Тынду поеду. На кафешечку надо заехать. Себя тоже заправить. Ну что, друзья, покушал, умылся, да? Все, разъехались почти. Хозяйственный блок здесь интересный. Надо было заснять. Шахматы стоят на столе. Посидеть там можно. На рыбок посмотреть. Обычно такого, конечно, у нас нет времени. Но если вдруг, допустим, ты вечером приехал, ну почему бы нет? Если собираешься отдыхать. Живая беседа, как говорится. Столики.
20 рублей стоит и побриться, и умыться, и в туалет сходить. Так, ну что, в данном случае нам в сторону Читы. Итак, ребятки, проехали Лесовую, Большой Невер. Скоро будет поворот направо. Как я соскучился по этому повороту. Каких-то, я не знаю, сколько меня, ну, месяца 4 не было. И уже прям капец, весь изнемог. Вот она, начинается. Радование глаза, поднятие настроения. Пьяный без вина, как говорится, становишься после этого. Торжественный, волнительный момент. На Тынду 162 километра. Сворачиваем. Тында, Якутск, Магадан. Все в этом направлении. Поехали, ребят, на севера. Ба-бам! Все. Я очень счастлив, рад. Не знаю, как будет дальше в Якутии, пока еще Амурская область. Погодка меня встречает замечательно. Большой Невер, Якутск. Все, Стелла. Поехали. Ну вот и первые гололеды. Они, конечно, нам сейчас не мешают, но они тут еще есть. То есть, вернее, уже начались. Будем так говорить. Когда сюда ездил, ну, как говорится, 2-3 раза в месяц, как-то все прям было привычно, а сейчас все заново отвык уже. Посмотрим, какие у нас новые тут дорожки, где, через что, через как там за Соловьевском. Хотя в прошлом году до зимы должны были все сделать, и я это все видел, запечатлял на видео. Может, что изменилось, посмотрим. Не знаю, ребят, лицо расплывается в улыбке. Я не знаю, короче. Знаете, как будто еду домой. Вот такое впечатление. Вот оно. Да-да-да, именно оно самое. Видимо, не так давно был снег, что до конца еще все не почистили. Не знаю, может, по старой привычке меня Якутия сейчас встретит солнышко. Обязательно надо будет двойное что-то преподнести. Вот они, красоты, друзья. Просторы, красоты глобальные. Не знаю, традиция это или нет, но последние разы я ездил на Стелле. То фильтра поменяю, то колодки разведу. Разведу я колодочки, у меня не самые разводные. Поеду дальше. Внимание, впереди тупик, дороги прямо пока нет. Хоть она идет широкая и отличная. Это как на русском острове, на Владике. Поэтому пока что через Соловьевск. Ехали в Соловьевск, друзья. Утро. Сколько времени? 8:30 утра. Женился я рано. Где-то 8:30 утра. Температура на улице минус 5 градусов. Погодка великолепная просто. Здесь у нас где-то вмятинка в дороге. Вот она.
Неординарная ситуация. Я на подъеме стал не потому, что забуксовало, а потому что я проверил на Невере солярку. Но было, думаю, может не хватить. Но смысл в чем? Я заправлялся обычно в Хабаровске, и мне хватало до Тынды. Через объезд, через все дела хватало. Сейчас я заправился уже за Хабаровском. И мне не хватило до Тынды. То есть вот так вот примерно. У меня солярка есть в Колымбаке, я сейчас переливаю. Ну, честно говоря, очень удивлен. То ли сливают ночью, то ли чё, блин. Пока замки не будут висеть на баке, никогда не будешь в этом уверен. Вот так вот. Ну и вот шла Европа. Я остановился здесь на краешке. Идет Европа. Короче, идут скользкий подъем, я не спорю. Он пошел навстречу. Жека поехал. Начал меня обходить. Едет легковушка. Он меня обходит. Слышу, он пи-пи. Легковушка ему не уступает. Ему пришлось сбросить газ. Он здесь сбросил его. В итоге он забуксовал. Вот так вот. Короче, капец. Легковушечки. Вы должны понимать, наверное, а? Причем легковушечка была джип. Ты бы даже если джип остановился бы, ты бы мог тронуться и поехать дальше. Смотри, что ты делаешь. Вот зачем вот эта ситуация? Одноногий, все, не смог подняться. Еще не факт, что я еще тронусь. Ладно, я пока перекачиваюсь. Ребят, я не знаю, вы можете смеяться, можете там, не знаю, все что угодно говорить. Третий раз за поколение мое видео у меня кончилась солярка в дороге. Ну, я вам говорю как есть, я ничего не скрываю. Да, она кончилась. У меня есть запас, да, я думал, что мне хватит. Мне должно было хватить при всех раскладах. Но почему-то у меня ее не хватило. Короче, ребят, ситуация следующая. Пока я тут стоял, вот эта машина, которая остановилась, он надел одну цепь, он не мог тронуться. У меня своя задняя была, я ему кинул под колесо, и он тронулся и поехал. Вот еще шел парень на подъем, не смог. Вон тот ехал тоже буксовал здесь, не смог. В итоге тут сейчас что-то собирается нездоровая канитель, и думаю, надо пробовать отсюда уехать. Не факт, что я сейчас еще смогу. Не могу тронуться, потому что это самый пик подъема. Чтобы не надевать цепи, чтобы вот это не выдумывать ничего. Сейчас я спущусь до более плоского. И все, и думаю, тронусь. Дорога нормальная, ну скользковатая, но что теперь делать? Обочины есть, обочина вообще держит. Мерседес на цепях. Мерседес на цепях. Что-то стесняется, если честно. Боком. Но там, честно говоря, не лучше. Тут надо было ходом идти. Я не знаю, зачем он там остановился. Вот не знаю, если честно. Я, ребят, без цепей иду. Чуть-чуть спустился, как я и думал. Все. Поехали. Дорога на Тынду срезанная днем. Город молодых, город энтузиастов. Тында потихонечку меняется. Во всяком случае, ее центральная дорога. Короче, ребят, не знаю, мне компрессор или влагоотделитель или что-то компенсирует мозг. У меня зашкаливает постоянно стрелка. Вот начиная оттуда, где я вот остановился на подъеме, я заметил, что у меня кончился воздух. Сначала он не докачивал, а сейчас он перекачивает постоянно. Что за хрень, а? Скажу честно, я сейчас вот прям... У меня настроение такое, что вот у меня редко таким видите. Вот сейчас вот состояние такое. Вроде все ничего, и погода замечательная, все классно. Ладно, идем разбираться. Давайте кратенько расскажу. В общем, вот эта вот трубка идет из ресивера. Она говорит вот этому солдатику о том, что хорош качать. То есть там определенное давление создается, солдатик на определенное давление настроен. Солдатик одновременно
говорит вот этому клапану, хорош. И вот эта линия, она запараллелена с тем, которая говорит этому клапану. Они вот, что туда внутрь идет, ну, воздуховодик, что вот это, они идут параллельными. Как только здесь подается давление, тут срабатывает пружина в определенный момент, чинк, и идет воздух на выключение компрессора, чтобы он в холостую качал, и сразу же пошла сюда трубка. Эта трубка пошла на осушитель, по-другому называют его влагоотделитель. Вот эта трубочка, вот она. Как только сюда приходит давление, в этот момент он начинает скидывать, делает пшик. Все. И когда он сделал пшик, тот клапан уже разгружен, он просто качает воздух без нагрузки. Часть воздуха выходит отсюда. Ну, как бы медленно, но выходит отсюда. Все. Вот здесь вот стоит маленький клапаночек, вот он снизу, который рассчитан на определенное давление. Там не более, там, чем и не менее, чем. И поэтому воздух отсюда выходит без пульсаций. Он так идет, потому что клапан его вот этот вот, грубо говоря, ну, как бы делает ровным. Выпрямляет, так скажем, да? Вот такая схема. А у меня сюда не подавалось ничего. Компрессор качает, а воздух не подается. В общем, слил с ресивера конденсат, продул эту трубку. Все. Вроде пока заработало. Поедем дальше. Резко стал куда-то уходить воздух. Понятия не имею. Иду смотреть. Что-то мне сегодня невезуха вообще какая-то. Случилось. Что? Это что-то другое. Уже не то, что было до этого. Понятно. Мать ее за ногу. Я забыл закрутить просто тупо. Всего-навсего. И значит я же его проверял. Ребята. Ну что, выходит ли отсюда воздух? Ну, забыл закрутить. Так, я сейчас в чистой одежде, друзья. В чистой. Понимаете, потому что в грязный я уже был. Я уже переоделся. Все. Мне уже все. Я уже не хочу переодеваться в грязную, там, в чистую. Это какой-то капец. В общем, друзья, в Тенде вот такая погода. Температура на улице плюс 5. Ребят, скажу, дорога капец ужасная просто. Посмотрите на машину. Она глинистая, машина практически не едет. Очень тяжело ехать. Пониженные передачи только. Короче, оставлю сейчас сколько? 7 рублей. Нечетное количество. 3 штучки. 5, 1 и 1. И булочку. Я ее разделю, чтобы это на 3 кусочка. Чтобы было все правильно. Ну что, Якутия, привет. Раньше, когда была старенькая дорожка, такая вот узкая, все, тут было побольше как-то площадочка, что ли. В связи с тем, что дорога расширилась, площадка кажется более маленькой. Что-то строят, что-то меняется, друзья. Даже не знаю, в лучшую ли сторону. Конечно, дорога будет лучше. Но что-то уходит в прошлое, что уже никогда не вернется.
пошел Чульман, Чульмакан. Белые мухи полетели, а погода, смотрите, какая. Самое главное — Тита пройти, а там уже как получится. Тит пройти, да, надо ехать, уже будет проще. Цепи есть. Там что-то стало поперек дороги, по-моему. И, по-моему, проезда нет. Эх, 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 эх. Что там, ребят? Кто подскажет? На спуск не идем, машина поперек. Судя по всему, машина поперек, дружище, стоит. Что там, проезда нету, да? Да все стоят, но что-то я вот вижу боковым тут для зрения. Короче, он ни справа, ни слева, однако проезда нету. Но что-то легковые даже, однако, паркуются. Принято. Ты нормально меня слышишь? Вот сейчас разговаривали. Да, нормально. Ты на FM? FM, да, здесь FM работает. Все, принял. Да что-то рация подхрипывает чутка. Ну, это если, может, близко, там, еще что. Вот так, на FM с невера. Понял. Благодарю за информацию. Все. Приехали. Многие люди крадутся, не знают. И ничего с этим не поделаешь. Там видно хорошо, да? Что проблемка. Но, по-моему, проехать можно сбоку, да? Но не факт. В бинокль, если посмотреть только. У меня, кстати, бинокль есть для этих целей. Короче, это мы еще не доехали до Хатыми. Вот сейчас вот будет затяжной подъем, там еще выше, там тоже будет скользко. И все, потом спуск на Хатыми. Капец. Нам нельзя тут застревать, потому что снежочек идет мелкий. И чем больше он идет, тем хуже. Какая, ребята, суть до дела. Наверное, надену-ка я парочку цепурок. Короче, не знаю, что там происходит. Я надел пару цепей. Не 4, 2. Поеду потихо. В общем, друзья, поднялся я повыше. Увидел, что проезда нет. Нашел место, остановился. Мест было там много. И сходил я туда пешком, посмотрел всю ситуацию. Значит, взял с собой камеру, батарейка кончилась. Ну, к сожалению, мне что-то так бывает часто. В общем, там Volvo ВНЛ-ка поднималась с трубой, тяжелая. И в итоге он остановился, его подорвало, потащило и жопу прижало к брустеру, к левому. А морда оказалась, почти перегородила всю нашу полосу. По краю остался маленький проезд. Снежок, друзья мои. Все. Цепи могут не помочь. 2 штуки. Когда тот парень едет, неизвестно. Сейчас буду набирать чайник, наливать. Ну, пойду, наверное, цепочки 2 надену, чтобы уже быть, как говорится. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Быть королем, чтобы, ребят. Хотя бы 4 цепи. Можно, конечно, и 6 надеть. Ну, 4, думаю, хватит. Так, ребята, взгляд снаружи. Вон там машинки внизу стоят. Вверху ничего не изменилось. Но изменился снег, ребят. Снега насыпало так, что вот проехал сейчас легковушка, джип. Видите? Вот это изменилось. Я на всякий случай надел 4 цепи. Ну или нафиг. Не знаю даже. Даже не знаю, друзья мои. Вы понимаете, да, что такое? До Тита мы еще не доехали. Вот это у нас вообще не считается перевалом, ребят. 45 тонн труба, говорит. Короче, наливаю чаек, пью чай, скорее всего. Слушаю рацию, что там отдельного. Я уже свою идею предложил. Не знаю, может, кто поддержит. Можно и вниз его потянуть. На лыжи он боится стать. Но сейчас при таком раскладе уже можно и на лыжи стать. Уже снег, ребят. Самый смелый прошелестел. Короче, трехмостовик, полуприцеп. Он был смелый.
Но, по-моему, стал в ряд. А вот это вот я не вижу, что это, самосвал или кто это. Короче, возможно, могут оттащить задницу в бок чуть-чуть от этого, от бруствера. Но все боятся, что его поставят на лыжи. Вот это вот опасно. В общем так, ребят. Перевал снежок заметает. Вот уже как. Люди ходят, смотрят, узнают. В общем, там ситуация сложная. И человек просто боится шевелить. Можно было бы, вот сейчас подъехал бы, затянул его за жопу. Отодвинул бы от этого бруствера. Он боится. Да, я тоже сейчас за свой капот переживаю. Мне не хотелось бы. Хоть я и на цепях, но... Поэтому сейчас я выключаю свет и ложусь отдыхать. Буду спать. Сзади куча машин. Я тут, можно сказать, какой-то третий или четвертый по счету стою от этого грузовика, который дорогу перегородил. Потом засниму, сейчас уже не пойду. То у меня батарейка села, то пошел так смотреть без камеры. Ладно, вот вам, пожалуйста, Якутия. Первые эти моменты. И снег заметает, и на Титу что-то будет грандиозное. Ладно, ребятки, я пойду отдыхать. Так, ребят, необычная ситуация. Стоит вот машина, я стою, и еще несколько машин сзади. Остальные все уехали. Тот, кто был впереди, все, уехал. Ночь на дворе, 4 часа утра. Зато я поспал. Вот так вот. На подъеме. Ладно, с цепями. Ну что, попробуем тронуться, да поехали. Снежку-то привалило. Смотрите сколько. До сих пор идет, ребята. Что там у нас на Титу, неизвестно. Так, пробуем трогаться, братцы. Тронулся. На 4 цепях еще не тронулся и поехал. Снег идет, а снег идет. Короче, впереди, значит, из-за чего весь замес-то был. Значит, бочка, ой, не бочка, а с трубой какой-то. Volvo, ВНЛ-ка, американец, типа. Вот так вот поднимался, и в итоге его подорвало, он на тормоз нажал и потащило жопой. Уперся в отбойник левый. И морда стояла с этой стороны, справа. И проезда было только для легковушек. Все, и он боялся, что не надо, говорит, меня дергать ни вниз, ни вперед. Сейчас КДМки приедут, сейчас все отсыпят. Я не знаю, кто его вытащил. Вот утром проснулись, вернее, я проснулся, его нету, никого нету. Все проехали. Все. Огни Большого Хатыми. Иду пока на цепях. Дорога все время вот такая. Можно было бы без них, но все равно я чувствую, возможно, будет надевать надо на Титу. Ну, Тит пройду сниму. Короче, я смотрю, большинство машин стоит в эту сторону уже. Тоже Тита прошли и остановились. Да нет, в ту сторону тоже ребята стоят. Я тут не буду задерживаться, поеду дальше. С треллами работа серьезная у людей. Табличку повесили за это время. То она была оторванная, валялась. Итак, друзья, 495 километр. Можно сказать 494. И сейчас спускаемся вниз, поднимаемся вверх и все, выходим к подножию Тита.
цепи у меня уже одетые. Капец, как тяжело идет-то, а. На какой же мне передаче-то на хита залазить? Это если здесь я на 4 иду, капец. На 2, что ли? Потому что вес-то у меня нелегкий. Здесь обычно я ходом залетаю. На 8, блин. А сейчас на 4 иду, это капец. Так, на площадочке некоторые ребятки спят. 2 оттуда, 1 туда. Поедем.